1 августа в Коми заработает портал гектарварктике.рф. На сайте можно выбрать бесплатный земельный участок в арктической зоне и подать на него заявление. На территорию до 1 гектара могут претендовать жители Воркуты, Усинска, Инты и Устилимского района республики. В феврале следующего года программа станет доступной для всех жителей России. Пока свободны 50 территорий. Подробнее Наталья Юрина. До старта федеральной программы осталось пару дней. Для жителей арктической зоны Коми доступны бесплатные участки, которые выделяются до 1 гектара на человека сроком на 5 лет. После можно оформить землю в собственность или долгосрочную аренду. У нас в Республике Коми к арктической зоне относятся 4 муниципальных образования. Это города Воркута, Инта, Усинск и Устилимский район. По итогам работы нашей рабочей группы, которая была создана с участием муниципальных образований, прежде всего администрации муниципальных образований, на территории данных районов и городов выбраны на первом этапе определенные территории, их всего 50 на данный момент. Общая площадь 4261 гектар. Из 4000 с небольшим гектаров более 3,5 земли сельхозназначения, 48 участки населенных пунктов, почти 16 земли лесного фонда. 545 гектаров выделили из резервов. В каждом районе Коми власти выбирали территории с имеющейся инфраструктурой. У нас для этих целей определены 22 территории, это более 37 гектаров. Земли все распределены по категориям. На землях можно выполнять где-то строительство, где-то производство и также использовать для туризма, то есть для вот этих направлений. Предоставленные земли не обременены. В Устилимском районе предлагают 9 территорий общей площадью 3500 гектаров. Для воркутинцев подготовили 7 участков. 2 к северу-западу от поселка Комсомольский, большой массив к северо-востоку от поселка Октябрьский, а также землю в поселках Сейда, Сивая Маска и Елецкий. Большую надежду, конечно, мы возлагаем на промышленное использование в части туризма, потому что вся эта деятельность, она подразумевает наличие рабочих мест, наличие производственных мощностей, туристических, ландшафтных и иных, из которых будут наши граждане и индивидуальные предприниматели извлекать прибыль. Это соответствующее поступление в бюджет муниципального образования, который непосредственно приносит, естественно, пользу. Эти денежки можно будет использовать для трат, в том числе на благоустройство, на дороги, социальные нужды и так далее. Помимо земельного налога, который пойдет в местный бюджет, муниципалитеты рассчитывают на сохранение и приумножение населения. С февраля следующего года получить безвозмездно земельный участок в арктической зоне сможет любой желающий, вне зависимости от прописки. Тем временем местное население федеральной программой заинтересовалось. В большей степени льготное предоставление участков привлекает предпринимателей. На сегодняшний день мы наблюдаем положительную динамику. Жители муниципалитета у нас заинтересованы, я это вижу. Они обращаются к нам, звонят, приходят, получают в устной форме, в письменной форме все ответы, которые их сегодня интересуют. Также всю информацию мы даем и в СМИ. Заявиться на бесплатный земельный участок в арктической зоне Коми можно как в электронном формате на сайте гектарварктике.рф, так и в письменном в офисах МФЦ и Росреестра, а также в районных администрациях. Федеральная программа стартует 1 августа. Наталья Юрина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган.